Добрый день, уважаемые телезрители! С обзором основных событий этой недели Айдана Ховалых. Сегодня в нашем выпуске. Формат и требования к празднованию Надыма зависят от эпидситуации. 11 сентября столица Тувы отметит свой 107-й день рождения. Девочки-подростки Кызыла 14-15 лет распивают алкоголь. Полиция Тувы проверяет ломбарды. Возвращены более 190 похищенных мобильных телефонов. Тувинский борец Амир Чамзын вернулся из Румынии с золотом. Республиканский праздник животноводов Надым перенесен с августа на сентябрь. Формат и требования к проведению соревнований, посвященных Надыму по национальной борьбе, хуреш и конным скачкам, зависят от эпидситуации. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Тувы Анатолий Югай отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе нестабильна. Чтобы вернуться к привычному ритму жизни, Туве нужно достичь в октябре плана вакцинации 80%. Вакцинация от COVID-19 – это самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Напомним также о том, что Роспотребнадзор Тувы обязал работодателей до 15 сентября обеспечить вакцинацию работников, за исключением имеющих медицинские противопоказания. Также до 15 сентября на вакцинацию приглашают беременных женщин на сроке от 22 недель. Во время третьей волны беременные вошли в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции. Уже завтра, 11 сентября, столица Тувы отметит свой 107-й день рождения. В целях безопасности все массовые мероприятия, спортивные турниры, концерты и выставки проводятся в онлайн-формате. Ознакомиться с праздничной программой Дня города можно на страницах мэрии Кызыла. В честь праздника 11 сентября с 8 утра до 8 вечера пенсионеры могут воспользоваться бесплатным проездом на автобусах МУП Кызылгортранс. Не забудьте предъявить пенсионное удостоверение. План по реконструкции и ремонту транспортных путей охватывает всю Туву. Это как плановые ремонтные работы, так и поручения в рио главы Тувы Владислава Ховалыга. Он ставил задачу по ремонту проблемных дорожных объектов республики во время своих рабочих визитов в Кажуны. Благодаря этому транспортная доступность городов и сел республики качественно улучшится уже до конца сентября. Вместе с представителями Миндортранса на ряде объектов побывала и наша съемочная группа. Большая работа по ремонту и реконструкции дорог и мостов развернута по всей республике. Параллельно друг другу в каждом Кажуне ведутся работы по восстановлению дорожных объектов. В одних местах дороги и мосты капитально ремонтируют, в других асфальт появляется там, где его не было вовсе. В городе Шаганарыге работы идут одновременно на нескольких улицах. У нас начались ремонтные работы после июльского приезда временно исполняющего главы правительства Республики Тува Владислава Ховалыга. Было принято решение на уровне правительства о ремонте 5 улиц города Шаганара, куда заложено более 22 миллионов рублей. 4 сентября начаты работы. Завершена улица 30 лет Советской Тувы по городу Шаганару. И вот на сегодняшний день они начали работу по улице Октябрьской, примыкающей к Кажунной больнице с сооружением парковки. Дата завершения работ к концу сентября, но подрядчики обещают закончить работу к 15 числу текущего месяца. В рио главы Тувы Владислав Ховалык в ходе одного из своих рабочих выездов лично дал поручение улучшить дорожные условия конкретных улиц городка. Жители домов, рядом с которыми положили свежий асфальт, увидев нашу съемочную группу, пожелали поделиться мнением о происходящих переменах. Мы с семьей проживаем в городе Шаганаре с 96 года. Вот на этой улице 30 лет Советской Тувы мы переехали в 2000 году. Раньше была дорога асфальтированная, но вся побитая. Ездить вообще невозможно было. С приходом нового главы правительства строительство этой дороги разрешилось. Очень рады, что у нас такая дорога. Будем беречь. Отдельным поводом для гордости в дорожном вопросе для шаганарцев стал подъезд к городу со стороны Кызыла. Эти работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 2 слоя асфальта, 4 полосы и освещение – лишь часть из достоинств будущей дороги.
Асфальт рядом со мной сейчас шипит. Это ремонтируется подъездная дорога Шаганар. Общая длина ремонтируемого участка составляет 4 километра. Закончить его должны были в следующем году, но благодаря высоким темпам строительства закончат ее уже в этом. В селе Ховуаксы Чедыхольского Кажуна работы по дорогам внутри села тоже ведутся на нескольких улицах. Единственное исключение – центральная улица, где идет замена устаревшего трубопровода. По поручению временно исполняющего обязанности главы Республики Тыва Владислава Тавриштаевича в поселке Ховуаксы, в частности, начали работать подрядная организация ПК ДСТ, контракт заключен. Они в Ховуаксах будут делать участками дорог по следующим улицам: Интернациональная, Солнечная, Мира, Гагарина, Первомайская и Спортивная, а также съезд дороги к селу Сайдлых и подъездные дороги к селу Ховуаксы. На сегодняшний день по улице Гагарина, наша центральная улица, в ней прокладывают магистральные сети, а именно канализационные трубы. На следующий год также финансовая сестра заложена также на асфальтирование центральной улицы Гагарина. По поручению в Рио главы Тувы не остался без дорожных новшеств и город Чадан. На некоторых улицах, кроме нового дорожного полотна, появятся и тротуары. Работы будут окончены к 20 сентября, заверили в администрации Кажуна. По результатам рабочей поездки в Рио главы Республики Тыва Владислава Тавриштаевича была поддержана капитальный ремонт 3 улиц города Чадан. Это улица Ленина, улица Камарова, улица Советская в общей сумме 21 миллионов 200 тысяч рублей. В настоящее время идут работы по улице Ленина. Срок окончания контракта 20 сентября текущего года. Подрядной организации ООО «Восток». В 8 километрах от Чадана стоит мост, построенный в далеком 1973 году. На нем лишь однажды, в 90-х годах прошлого века, обновляли настил. С годами пролеты моста обвисли. Сейчас он находится в аварийном состоянии. У нас на сегодняшний день начаты работы по ремонту мостового сооружения. Это через реку Чадан, поселок Бажаналак. Это был один из вопросов, который прозвучал в прямом разговоре у временно исполняющей обязанности главы Республики Тыва Владислава Тавриштаевича Ховалык. И на сегодняшний день, как мы видим, устроена объездная дорога, начата демонтаж самого моста и, соответственно, будут проведены работы по ремонту, замене пролетного и строения и промежуточных опор, точнее береговых опор, которые на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы показали вам только те участки, на которых успели побывать в течение однодневной командировки. Комплексный план по реконструкции и ремонту транспортных путей охватывает всю Туву. Финансовые средства выделяются из Дорожного фонда республики, а темпы и качество работ контролирует Миндортранс Тувы. Есть бюджетное законодательство, есть процедура определения подрядных организаций через путем электронного аукциона. На сегодняшний день там ведутся соответствующие торги и подготовка заключения контрактов и, конечно же, подготовка непосредственно самих подрядных дорожных организаций для проведения работ, которые были в том числе прозвучали на выездах у временно исполняющего главы Республики Тыва Владислава Тавриштаевича. Эти работы у нас, часть работы это порядка 40 километров автомобильных дорог по населенным пунктам, в том числе это и грунтовые, туда входят улично-дорожные сети, ямочные ремонты непосредственно с заменой дорожного покрытия и порядка 10 у нас мостовых сооружений, которые у нас находятся в неудовлетворительном состоянии. Как сообщил министр, все работы по мостам и дорогам должны быть завершены до декабря текущего года. Даян Данцурюн, Буян Уюн, Мирана Эргит, Туа-24. Жители микрорайона Южный жалуются на то, что вот уже почти 2 месяца светофор на перекрестке улиц Ангарский бульвар, Московская в неисправном состоянии. Нерабочий светофор доставляет неудобства не только автолюбителям, но и пешеходам. В ситуации разбиралась Айра Асад. Южный – один из самых оживленных микрорайонов столицы. Здесь плотно расположены торговый центр, супермаркеты, спорткомплекс, школа и другие объекты. Между тем, по словам жителей, уже 2-й месяц, как светофор на перекрестке улиц Ангарский и Московская не работает. Вот светофорлар жерлайлар троозеки. Bizim bu mikrorayon çutakşılardır bizim. O светофорлар айда бар жолды. Шалда айда бар по светофоре. Поток машин большой, сплошняком идет. Мало кто останавливается, пропускает пешеходов. Уже с лета, с июня месяца где-то
пешеходный этот вот светофор не работает. Мэрия на своем сайте обращение граждан писала, что отключено по той причине, что Кызыльская ТЭЦ сделала ремонт сетей. И вот вдоль улицы Ангарской убрали столбы освещения, и по этой же причине отключен светофор. Сейчас, как видим, теплотрассу все уже закопали, но при этом опять освещение, столбы, и это не восстановлено. Кроме этого, вдоль по Ангарскому бульвару отсутствует и уличное освещение, что опять же создает опасность для пешеходов. Особенно сейчас, когда начался новый учебный год. По этим сообщениям видно, что люди для решения этих проблем обращались в столичную мэрию еще в июле. По информации городских властей, в июне этого года представители Кызыльской ТЭЦ спрашивали разрешение для проведения земляных работ на данном участке с целью замены тепловых сетей. В июне Кызыльская ТЭЦ брали разрешение на земляные работы для замены тепловых сетей. То есть у них на сегодняшний день истекли все сроки для восстановления, то есть уличного освещения. Там они демонтировали уличное освещение. А также данный светофор был подключен, то есть кабельная линия была подключена по данной территории. На сегодняшний день мэрия города Кызыла решается вопрос об привлечении Кызыльской ТЭЦ к административной ответственности и наложении административного штрафа. И на сегодняшний день они завершили работу, но они должны восстановить это все в прежнем виде. То есть газон, уличное освещение и подключить светофорный объект. Справедливости ради отметим, что в вопросе, кто ответственен в данной ситуации, еще предстоит разобраться. Руководство Кызыльской ТЭЦ, до которого информация доведена, от ответа пока воздерживается, так что вопрос остается открытым. А пока жители микрорайона Южный вынуждены перебегать дорогу на свой страх и риск. Пожелаем им и автолюбителям терпения и предельной внимательности. Айра Сад, Владимир Сюртюк, Мирана Иргит, Тува-24. В США пройдет 20-я годовщина страшных терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В тот день террористы Аль-Каиды захватили 4 самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. В результате терактов погибло около 3000 человек, больше 1000 из которых остались неопознанными. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам с начала текущего года сотрудниками полиции изъято у граждан в комиссионных магазинах и ломбардах более 190 похищенных мобильных телефонов. Все они возвращены владельцам. Сумма возмещенного ущерба составила свыше 800 тысяч рублей. Подробнее в материале Сайгына Бюрбю. Сотрудники полиции отмечают, что несмотря на регулярные проверки комиссионных магазинов и ломбардов, с каждым новым посещением в них опять же находят краденые мобильники. Так, в одном из комиссионных магазинов Кызыла при сверке хранящейся там техники оперативники обнаружили и изъяли телевизор, 4 телефона марки Honor и 1 смартфон Samsung, числящиеся как похищенные. 101, 052, 231, 245 Honor. Да, в этом году, в январе, похищены. По факту хищения мобильных телефонов, изъятых в магазине, расследуются уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска устанавливают местонахождение граждан, сдавших в комиссионные магазины похищенное имущество. Полицейские предупреждают, что приобретение с рук телефонов у незнакомых лиц чревато финансовой и материальной потерей. Так, на прошлой неделе при проверке мобильников у граждан было изъято 8 сотовых телефонов, находившихся в розыске. Кроме того, напоминаем, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 175 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая повлечет за собой штрафные санкции либо лишение свободы на срок до 2 лет. Полиция Тувы призывает граждан быть бдительными и приобретать цифровую технику только в специализированных магазинах. Покупая сотовый телефон в ломбардах, комиссионных магазинах или с рук, обязательно требуйте документы на него, сверяйте серийный номер на изделии и в паспорте, узнайте у продавца подробности приобретения им товара. Так вы обезопасите себя от покупки краденой вещи и дальнейших неприятностей. Сайгын Бюрбю, Кюзел Сариксарен, Тува-24. 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом.
В нашей республике в этом году создан Союз трезвых сил, но, к сожалению, проблема остается актуальной. И в продолжение темы вопиющий случай, снятый на видео в Кызыле. Днем во дворе на лавочке девочки-подростки 14-15 лет распивают алкоголь, мастерски разливая горячительное из бутылки в пластиковые стаканчики. Как сообщают инспекторы по делам несовершеннолетних, с началом нового учебного года случаи доставления подростков в полицию, в том числе и пьяных, участились. В совместный рейд инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых выехала и наша съемочная группа. Тему продолжит Айра Асад. Взрослых и общественность эти кадры приводят в ужас. Как говорится, среди бела дня открыто и даже играя на публику, несколько школьниц распивают спиртной напиток прямо на скамейке. И судя по бутылке, это не просто спиртное, а очень крепкий алкоголь. Девчонки-подростки нисколько не стесняются, напротив, танцуют и веселятся. Это видео было снято очевидцами. Как рассказывают инспекторы по делам несовершеннолетних, за последнюю неделю в полицию доставлено 78 подростков. Большинство из них за нахождение в общественных местах в ночное время без законных представителей. 2 сентября доставлялись школьницы несовершеннолетние, которые были в состоянии алкогольного опьянения одной из школ города Кызыла. В отношении законных представителей данных несовершеннолетних были составлены административные протокола и сами были поставлены на учет. Этим девочкам, которые доставляют 2 сентября, одному 15, второму 16 лет. Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с субъектами профилактики и участковыми продолжают рейдовые мероприятия и выявляют детей и подростков, которые находятся вне семьи, бродяжничают или находятся в социально опасном положении. Семьи, где дети состоят на профилактическом учете, инспекторы совместно с участковыми посещают каждый месяц. По семьям работаем. Это семьи, которые состоят на учете, которые отрицательное влияние делают на своих детей, а именно распивают спиртные напитки. И ненадлежащим образом ведут воспитание и содержание своих детей. Цель данного проводимого мероприятия заключается в том, что от начала учебного года у нас доставление за нарушение комендантского часа не убавляется, а также административные правонарушения тоже не уменьшается. В летний период доставлялись ученики, а сейчас учебный период начался, студенты средних учебных заведений, которые еще не достигли совершеннолетия. Проверяем, как они живут, жилищные условия проверяем, родителей проверяем. Но эти семьи состоят у нас на учете, получается. Но мы к ним домой ходим, получается, каждый месяц проверяем. С ним проводим беседу, с родителями тоже с ним проводим беседу, и самими детьми тоже проводим. Как показывает практика, с началом нового учебного года число несовершеннолетних, доставляемых в дежурную часть полиции, возрастает. Так, 31 августа в Туране, сбежавший из школы-интерната 15-летний воспитанник порезал ножом сторожа Центра социальной помощи семье и детям Пихемского района. Подросток не хотел возвращаться в учебное учреждение Кызылы, когда за ним приехали воспитатели, схватился за нож. Позже несовершеннолетний был задержан. Другой случай произошел в Агдаураке. 2 10-летние девочки в дневное время в магазине похитили 2 сотовых телефона. Напомню, что за последнюю неделю в органы внутренних дел по Туве доставлено 78 подростков. Сотрудниками полиции в отношении законных представителей были составлены более 80 административных протоколов. Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей быть более ответственными за воспитание своих же собственных детей. Айра Асад, Владимир Суртук, Мирана Эргит, Тува-24. Активисты ООН в Туве торжественно открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны Теплову Матвею Евдокимовичу, могила которого оставалась без внимания более 15 лет. Ранее в ОНФ обратились 2 женщины с просьбой восстановить памятник и обеспечить уход за могилой ветерана. Далее Инна Клоян. Нашего отважного земляка, сражавшегося в рядах Белорусского фронта. Вся история, которая сегодня объединила самых разных людей, началась этим летом с приезда жительницы Калининграда Раисы Оршак в Туву. Среди дорогих ее сердцу людей был и участник Великой Отечественной Матвей Евдокимович Теплов. Так получилось, что 40 лет назад он очень помог ей, приютил на 2 месяца и даже ни копейки не взял. Доброй души человек, рассказывала женщина. Приехав к нему на могилу, увидела, что там просто холмик. За помощью вместе с родственниками и близкими они обратились к активистам Общероссийского народного фронта республики. Они нас нашли, обратились.
И мы вместе выехали, посмотрели, а потом, так скажем, бросили клич среди наших знакомых, друзей, наших активистов, сказали, давайте общими усилиями мы восстановим этот памятник. В принципе, вот за 2 месяца, потому что это надо было, собрать денежные средства, это надо было заказать памятник. А за 2 месяца мы эту работу проделали. Также параллельно мы начали искать родственников, близких Матвея Евдокимовича. Через Бессмертный полк, через сайт мы обратились. Коллеги из Томска вышли, пошли нам навстречу, дали личные данные, контакты, и мы связались с родственниками. Ветеран Великой Отечественной войны Матвей Теплов родился в Туве 10 сентября 1922 года. Его героический путь начался в октябре 1943-го, когда парнишку призвали из Тандынского Кажуна в ряды Красной армии. Жизнь пулеметчика, тем более пехотного подразделения, на войне коротка. Матвей Евдокимович, можно сказать, родился в рубашке. Домой он вернулся с тяжелым ранением. В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Фронтовик не жаловался на судьбу. Он продолжил трудовую деятельность слесарем, а затем преподавателем Кызылского транспортного техникума. Умер он в августе 1991 году и был похоронен на аллее славы Кызылского городского кладбища. Установили не просто памятник. Сегодня мы установили справедливость. Отдать дань уважения нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны – почетная миссия для всех нас. Отныне памятник будет под защитой. В следующем году будет 100 лет со дня рождения Матвея Евдокимовича. И есть надежда, что захоронение нашего ветерана посетят родные. На просьбу помочь увековечить память ветерана откликнулась и председатель регионального союза журналистов, один из активистов, членов ОНФ в Туве Эльвира Лифанова, которая взяла на себя все хлопоты по изготовлению памятника. Свою пассивную лепту внесли общественники, волонтеры-активисты и, конечно же, люди в погонах. Росгвардия Тувы отдает дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт из Тувинской Народной Республики. Сохранение памяти – наш долг. Поэтому наше ведомство, Управление Росгвардии Республики Тува, считает важным взять под шефство памятник Матвею Евдокимовичу. Никто не забыт, ничто не забыто. Сами не раз побывавшие в зоне боевых действий, шефство над памятником фронтовика отныне взяли на себя сотрудники Росгвардии. Инна Клоян, Буян Мангуш, Ангар Оржак, Тува 24. В Румынии завершился международный турнир в честь прославленных румынских борцов Иона Корняну и Ладислава Шимана, в котором тувинский спортсмен стал обладателем золота. Подробнее в материале Сайгына Бирбю. Соревнование собрало 65 участников из 11 государств. В весовой категории до 57 килограммов Тувинскую школу спортивной борьбы представлял наш земляк Амир Чамзын, выступающий на турнире за Россию. Из Республики Тува участвовало 3 участника. Это 57 килограммов Чамзын Амир и Монгуш Шагым и Монгуш Кюдер. Они являются мастерами спорта. И Чамзын Амир своей весовой категории выиграл, провел 3 схватки. Это в первую очередь, это самое главное, это большой опыт для наших ребят. И еще один шаг вперед. Турнир получился максимально позитивным, а самое главное, в нем молодой борец обрел бесценный опыт и профессиональную уверенность. В финальной схватке он встретился с болгарским спортсменом и завершил борьбу в свою пользу. В моей весовой категории было 7 участников. С 3 из них я боролся. Откуда они были? 2 с Молдавии и 1 из Болгарии. С болгарцем было тяжело, очень сильно. Сам по себе он был опытным. Не раз выступал в молодежных Европах. Амир сейчас учится на 3-м курсе Тувинского государственного университета на факультете физической культуры и спорта. Так как я учусь в физической культуре, спорт и учеба, они взаимосвязаны. Дополняют друг друга. И после обучения я продолжу карьеру в
качестве тренера. Наравне с учебой Амир Чамзын начал подготовку к следующим соревнованиям. В копилке молодого чемпиона ряд наград. В свои 22 года он пятикратный чемпион Сибирского федерального округа, многократный призер первенства России среди юниоров, двукратный победитель международного турнира на призы, трехкратного олимпийского чемпиона Буйвасара Сатиева, победитель всероссийских соревнований среди студентов 2021 года. В настоящий момент наши ребята уже готовятся к чемпионату России до 23 лет, который состоится в начале октября в Подмосковье, в городе Наро-Фоминске. Пожелаем успехов нашим спортсменам и достойно представить республику на всероссийском чемпионате. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Мирана Иргит, Тува-24. В этом году отмечается 75-летний юбилей со дня становления лесного хозяйства и охраны лесов в Республике Тыва. Леса составляют почти половину всей территории нашей республики. Издревле тувинцы относились к своей тайге с благоговением, никогда не рубили без большой надобности деревьев. Поздравляем ветеранов и передовиков лесного хозяйства Тувы. Это были главные события этой недели в Туве. Я с вами прощаюсь и желаю приятных выходных.